Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Ветераны получат дополнительные выплаты ко Дню Победы. Их добавят к пенсии. О какой сумме идет речь? В конкурсе «Учитель года» призовое место заняла педагог из Нерюнгри. Расскажем, какой путь прошла нерюнгринка. В Москве завершилась традиционная неделя моды. На показе якутского модельера Марфы Федоровой побывал наш корреспондент. Двух детей, провалившихся под лед, спасли двое мужчин в Якутске. Происшествие произошло на водоеме ТЭЦ в 202-м микрорайоне. Владимир Ершов в этот день приехал с детьми погулять на площади. Дети поехали кататься на велосипедах, а Владимир пошел взглянуть на уток. Мужчина увидел, как двое детей ходят по льду, а через секунду они провалились под лед. Владимир крикнул проходящему 40-летнему мужчине. С помощью палки им удалось вытянуть утопающих на берег. Первое, что сказал спасенный малыш: «Мама меня наругает за новую куртку». Как зовут-то? А, Артем? Не умер, да, чуть? Хорошо? Ветераны получат дополнительные выплаты ко Дню Победы. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей. В пенсионном фонде рассказали, что средства получат более 33 тысяч россиян, которые принимали непосредственное участие в войне и в настоящее время проживают в России и Прибалтике. Ветеранам выплатят деньги вместе с пенсиями. Дополнительная ежемесячная выплата к пенсии предусмотрена и членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также работникам угольной промышленности. Ее размер пересчитывается 4 раза в год – в феврале, мае, августе и ноябре. В пенсионном фонде пояснили, что размер выплаты зависит от отношения суммы взносов по дополнительным тарифам, а также от пений и штрафов, поступивших в бюджет ПФР в предыдущем квартале. Таким образом, при ежеквартальной корректировке размер доплаты может как увеличиваться, так и уменьшаться. Доплаты устанавливаются в индивидуальном для каждого получателя размере с учетом среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Все граждане, прибывающие в Россию после 1 мая, должны будут пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. В постановлении Роспотребнадзора уточняется, что сделать повторный тест необходимо в срок до 5 дней с момента въезда на территорию России. Интервал между первым и вторым исследованием на COVID-19 должен составлять не менее суток. Кроме того, сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на коронавирус иностранных граждан. Также с 1 мая удаленка для людей старшего возраста становится не обязательной, но рекомендованной. Напомним, что год действовали временные правила об обязательном удаленном режиме работы для людей старше 65 лет, которые попадают в группу риска по инфекционным заболеваниям. Эти ограничения сначала хотели отменить с 1 апреля, но потом продлили до конца месяца. Теперь принимать решение о переводе пожилых сотрудников на удаленку будут работодатели, исходя из эпидобстановки. Российские банки с конца апреля начнут подключать карты платежной системы МИР к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. Это будет правом, а не обязанностью банков. Однако, по оценке эксперта, банки будут охотно внедрять новый сервис. Для них это дополнительное конкурентное преимущество. До сих пор карты МИР можно было подключить только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay. Процедурно регистрация карт МИР в Apple Pay ничем не будет отличаться от карт Visa и MasterCard. В юбилейном 30-м конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» серебряным призером стала преподаватель математики гимназии номер 1 города Нерюнгри Ирина Гончарова. В конкурсе принимали участие 27 педагогов. О том, какой путь прошла нерюнгринка к своему призовому месту, расскажет Екатерина Павлова. Свою преподавательскую деятельность Ирина начала в 2012 году с гимназии номер 1, где работает и по сей день. Учитель математики. Ирину отличает способность воспринимать и реализовывать на практике новое и учитывать уже имеющееся. На ее уроках царит атмосфера доброжелательности и взаимного уважения. Ребята трудятся добросовестно. Педагогическая кредо, скорее всего, это учись у времени, в котором ты живешь. Потому что у нас процесс глобализации не стоит на месте. И мы просто
обязаны подстраиваться под современные реалии, да, и идти в ногу со временем, потому что современных детей надо учить уже современными технологиями. Ирина не только учит детей, но и сама находится в непрерывном развитии. Для этого принимает участие в различных конкурсах на районном и республиканском уровнях. Став абсолютным победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года», Ирину ждал республиканский этап. В его финале развернулась борьба между представительницей Нерюнгри и учителем из Якутска. Разрыв между баллами был небольшим, участницы шли на равных. Ирина Гончарова стала серебряным призером юбилейного конкурса «Учитель года-2021». Необходимо было представить систему своей работы, то есть полностью. Это и предметная, да, моя урочная деятельность в системе. То есть сначала в форме такого семинара я представляла свои технологии, свои формы работы. На уроках я демонстрировала, как это действует на практике. Ну, воспитательная деятельность, то есть нам был предложен провести час общения. Ну и мастер-класс для педагогов. Участие в конкурсе, по мнению Ирины Гончаровой, это командная работа. И она благодарна своему наставнику Самсоновой Юлии, которая поддерживает Ирину с первых шагов ее профессионального пути в школе. Данные конкурсы дают колоссальный опыт, заставляют тебя по-новому взглянуть на себя самого, посмотреть на остальных участников, оценить себя. Ты не должен останавливаться на достигнутом, должен постоянно расти, ради того, чтобы хорошо учить детей, чтобы зажигать с собой сердца детей, чтобы они тоже вместе с нами горели. Кроме серебряного трофея республиканского конкурса, Ирина Гончарова была награждена нагрудным знаком «Отличник образования Республики Саха-Якутия», а также стала обладателем именной премии «Признание». Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Жатай, устремленный в будущее, в музее имени Ярославского открылась выставка про поселок Жатай. Там история, люди и события. Можно увидеть фотографии, документы и личные вещи речников, парадные костюмы капитанов, макеты пароходов, заводов и другие экспонаты. Изначально поселок строили для работников Жатайского судоремонтного завода и нефтебазы. В 2000-х годах Жатай преобразовали в отдельное муниципальное образование. Поселок славится рабочими, ударниками труда, мастерами речного флота. Экспозиция открыта до 23 мая. В 1943 году берет свое начало развитие Жатайский судоремонтно-судостроительный завод. Ледоход был очень ранний, и поэтому теплоходы часть пробила льдом, некоторые затонули. А вот те теплоходы, что стояли в Жатайской протоке, они остались целыми и невредимыми, потому что Затон находился на 3 километра выше. Обследовали акваторию Жатайской протоки и решили строить Затон, перенести с Хатыстаха Затон в район Жатая. Цветы, книги и множество подарков получил ленский художник Василий Кудрин. В историко-краеведческом музее открылась его персональная выставка. Ретроспектива настоящего, подарок любителям живописи и художнику. В этот день он отмечал юбилей. Наши коллеги подробнее. Не просто выставка, праздник. В компании родных, поклонников, музыкантов и в окружении картин художник празднует 80-летие. Вот он в самом центре, в шляпе, очках, бабочке и пиджаке. Впрочем, представлять Василия Кудрина ленчанам и не нужно. Живописец прославился не только в городе и районе. Даже Выборгский Эрмитаж просил его оставить в коллекции картину. Пойти тропой искусства инженер по профессии решил уже в 30 лет. С тех пор на его холстах виды родных мест, портреты, натюрморты. Почему это первая картина, я считаю? Потому что это первая, когда я взял в руки, будем говорить, масло, кисти, и увидел какое-то растение вот тут, поставил на стол, не понравилось. Взял полотенце сзади накрыл и сделал. Вот все. Вот это история этой картины. Холсты для первых картин художник делал сам. Брал мешки в совхозе, вспарывал, грунтовал и начинал писать. Многие из картин пережили наводнение. Не боятся воды и творения, как это говорят в узких кругах, современного Кудрина. Современное искусство – это тот случай, когда шанс стать произведением есть и у крышки от майонеза, и у пробки от газировки. Обычный мусор вдохновил художника на создание картины «Сфера». Ее Василий Кудрин собирал в идеале круг 3 года.
Почти 30 тысяч пробок и крышек художник принес в мастерскую с улицы. Знакомые считали это странным и забавным одновременно. Но художнику все равно, что подумают другие. Он просто любит жизнь. Он частично парализованный, и он еле-еле двигается с палочками. Представляете, просидеть вот с парализованной ногой, с больной рукой, в то же время рыбачить. И он преодолевает эту боль, и он ждет. Вот у нас, когда у него начался инсульт, была одна только цель. Мы сказали, что мы 28 мая с тобой спускаем лодку и выходим на Лену. И вот это его тянуло, его тянет до сих пор. На выставке можно посмотреть картины из старинных монет, ключей и ручек. Художник поделился, не все задумки притворил в жизнь. В мастерской полно материалов для новых шедевров. На 5-6 минимум. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». В Москве завершилась традиционная неделя моды. В прошлом году фестиваль проходил в онлайн-формате. В этот раз организаторы вернулись к привычным мероприятиям со зрителями. На неделю моды в столицу приехали сразу несколько якутских дизайнеров. На показе Марфы Федоровой побывал Максим Кардозу. 2021 год действительно год новшеств. И впервые неделя моды в Москве проходит здесь, в музее столицы. Вы смотрите на главный подиум. Буквально через считанные минуты здесь будут собираться гости для того, чтобы посмотреть на показ якутского дизайнера Марфы Федоровой. Марфа представила 20 уникальных образов. Ее героиня – это современная девушка, которая хочет и умеет быть модной в любой компании. Так как я живу под горой, гуляя много в лесу, я вот решила все вот проанализировать, и чтобы это было удобно, комфортно и стильно, и красиво и в лесу, и в городе. Такие удобные, там некоторые вещи с подкладами тренчи, некоторые такие непромокаемые вещи. Пыталась создать такое универсальное между фэшн, чтобы девушка и в лесу была красивой. Марфа участвует в Московской неделе моды не впервые, и каждый раз она выводит на подиум якутских девушек. Акулина Санникова не модель, работает в фонде социального страхования, и для нее участие в модном показе – это настоящее приключение. У меня еще в прошлом году осенью, получается, приглашала Марфа поучаствовать на этой неделе моды. Я просто не смогла по работе, и на этот раз решила, когда она предложила, решила не упускать такого шанса. Потому что в моем возрасте я как бы возрастная модель. Я как бы была наготове, уже быстро написала заявление на отпуск и сразу приехала. Поддержать Марфу пришли якутяне, живущие в Москве. Мне очень понравилась верхняя одежда, то есть тренчи, куртки очень классные, очень красивый, крой очень такой интересный. Также понравилась летняя коллекция, получается, платья красивые, оттенки очень такие весенние, свежие, очень классно. Среди зрителей на показе была и известная российская певица Екатерина Айова. Она давний поклонник творчества Марфы Федоровой и с удовольствием носит ее наряды. Я люблю Марфу, я сейчас в ее наряде. Марфа всегда попадает в точку. Я в них езжу куда-нибудь на какие-нибудь, не знаю, показы. Например, в ее костюме я ездила в Англию на один показ классный. Мне все делали комплименты, что это за брюки из какого-то материала. Они просто... Но у нее какие-то такие сочетания очень классные. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.